Здравствуйте, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Весна идет, весне дорогу, сказали бы мы, если бы не жили в городе Якутске весной 2023 года. Управление гидрометеослужбы Якутии зафиксировало небывалое количество осадков в виде снега в столице региона в марте этого года за всю историю метеонаблюдений. В этот период выпало почти 22 мм осадков, 21,7 при норме 6 мм. Такой сюрприз пришелся весьма не кстати коммунальным службам города. Ну и, собственно, о том, как идет борьба со снегом, а также о том, какие нововведения ждут жителей столицы в плане жилищно-коммунального хозяйства в текущем году. Сегодня поговорим с моим гостем, руководителем службы эксплуатации городского хозяйства города Якутска Владимиром Амосовым. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, телезрители. Да, давайте начнем все-таки с ответа на вопрос о том, как удается вам справляться со снегом, с таким снежным потоком, потому что вот, снег шел не переставая. Снег идет, завтра, послезавтра опять ожидается, снег уже более-менее мокрый. Борьба ведется, как вначале вы сказали, действительно, она идет. Что мы можем констатировать на сегодняшний день? То, что на сегодняшний день вывезено порядка 700 тысяч кубических метров снега. За последние 10 лет, если вот посмотреть, у нас в среднем убиралось 300-400. Самый большой рекорд вывоза снега был 586, вообще зафиксированный. Вот для сравнения, да, и на сегодняшний день мы вывезли порядка 700 тысяч кубических метров. То есть это снега. примерно в 2 раза больше, чем обычно? В 2 раза больше, чем обычно, уже вывезено, да. И я, как горожанин, тоже вижу, что такое ощущение, что у нас снег до сих пор лежит, который. Вот, и периодичность уборки, она, конечно, все поменялась. Все графики работ у нас переведены на удвоенный, утроенный режим работы. Техника работает круглосуточно, все видели. И вот у нас как бы в эти дни что произошло, да? 50 лет советской армии у нас находится полигон снега. Никто не ожидал, что он будет когда-нибудь переполнен. Позавчера мы все остановили прием снега туда, и сейчас возим на временные полигоны. То есть, если исходить из того, сколько чего готовить, мы же смотрим планы последних 10 лет, и никто не ожидал, что мы когда-нибудь соберем вот больше 700 тысяч кубических метров снега. Чтобы полигон Что полигон уже не сможет принять его, да. Вот такая площадь, она полностью заполнена, это практически 5-6 этажей. Вот если здание посмотреть, на территории почти 8 га. Сейчас мы возим его на временный полигон. Открыли для того, чтобы у нас очередей не было и ускорить работу по вывозу на окружном шоссе, с Вилюйского переулка, простонародье называется. И для своих с улично-дорожной сети это Хатыгурявское шоссе, 7 километр, на месте бывшей свалки. То есть для нас, чтобы вывозить, нужно поток, чтобы не останавливался. Пока мы собирали на одной точке, это было очень сложно. Сейчас мы эти все участки согласовали с контрольными и надзорными органами и продолжаем работать в том направлении. Мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. А какое количество машин вообще снежный полигон готов в день готов принять, и сколько машин приезжает? Хороший вопрос. Вот когда у нас работа на высоте была, вот пятиэтажного здания, да, там очередь была, очередь всегда стояла, вы видели, наверное, в соцсетях, количество примерно 300 машин, 350-400 машин в сутки проезжало. И периодичность у нее, сейчас усиленный режим, вывозим где-то порядка 5-6 тысяч кубических метров снега в сутки. Это, разделите, 500-600 КАМАЗов. Это ежедневно. Если так взять, вот такая пропускная способность у нас есть. А как долго этот снег, который на полигон свезли, не тает? Ведь там же огромное количество снега, он растает рано или поздно, я правильно понимаю? Да, конечно. Лето, весна наступит, лето тоже наступит, и начнется с положительной температурах таяние снега, добавится дождь, он за лето уходит, где-то примерно в июле месяце. Но там же рядом дома стоят, и жители близлежащих домов боятся, что весной их затопит. Смотрите, там, если взять 50 лет советской армии, он соединен у нас с городским каналом. Там есть 2 фильтра, которые установлены. Когда он тает, он проходит через очистку через них и попадает в городской канал и уходит на реку. А если вот эти временные полигоны? Временные полигоны, Хатыгурявское шоссе, там нету затопляемых домов рядом.
7 километр, там раньше размещалась свалка, на Вилюйском переулке. Раньше мы туда складывали вот весь городской до 2017 года, пока место складирования не было перенесено на тот адрес. Там мы выращивали 300-400 тысяч кубических метров ежегодно завозили. На сегодняшний день там порядка 70 тысяч кубов. Сколько мы сможем примерно сделать за эти дни? 100-150. Еще дополнительно вывести. Да, до этого, после этого уже снег растает. Вот поэтому, если взять, мы не дойдем до того момента, сколько в среднем раньше туда завозилось. Поэтому ситуация с подтоплением домов там не должно быть, потому что там еще же территория сзади парка, она защитная, и туда последние годы вообще нельзя строить новые дома. То есть все жители, которые живут, они живут и раньше видели. Возможно, есть какая-то реакция тех, кто сейчас покупает там участки у бывших владельцев, и раньше не видели трехэтажного там слоя. Сейчас этот слой один этаж. Он растает и спокойно уйдет. Если будут подтопления, конечно, мы будем перекачивать их. А кто должен убирать снег возле дома? Вопрос от зрителя пришел. Хозяин. И кто отвечает за вывоз снега с территории школы? Везде должен быть хозяин. Вот если очень просто объяснить, есть школа, есть ее территория. Там есть соответствующие дирекция бюджет, школы, короче, дирекция обязана, школа, да. Большая жилой дом, управляющая компания. Юридическое лицо со своей территории – это территория. Частный дом частник должен сам возить. Все правила очень просты. Есть общее городское, где работают городские службы, управа. А вот частник, если снег везет к вам на полигон, он должен там эти анализы? Анализов нет. В этом году упростили. На самом деле эта история такая, что контрольные органы раньше требовали, любой снег проверяется. И были прецеденты того, что неправильно. Но в этом году столько снега, что нашли общий язык, и сегодня снег частники привозят. Конечно, мы визуальный контроль обязательно проводим. Если снег грязный или есть наледи, что видно, что это какие-то, желтый цвет или какой-то, мы их просим отвезти на свалку. Тоже бесплатно принимается там. То есть анализы эти нужны только у юрлиц, получается, не у частных? На сегодняшний день, да. Управляющие компании и подрядчики, с которыми они работают, сегодня там мы порядка всех их знаем, да, они возят ежедневно, есть. Но вот вы сказали, где частные дома, там владелец частник, понятно, если у меня на участке, значит, я должна вывозить или что-то там с ним делать. А есть такие улицы, где стоят только частные дома. Вот на этой улице кто снег должен убирать? Снег с территории своей должен убирать частник. Если это за двором? Если он вынес, то несет ответственность частник, а та, которая на дороге лежит, это уже территориальные органы управления, либо если городские центральные улицы, то это служба эксплуатации городского хозяйства. А если это маленькая улочка, где частные дома? Если это маленькая улица, которая находится, опять же, да, по зонам ответственности, если это садово-огородническое товарищество, то это и за дорогу отвечает садово-огородническое товарищество. Если это уже признано многоквартирными домами, жилая зона, да, то есть частники, там отвечает администрация. Есть такие спорные территории, скажем, у нас там на Сергеляхе, на том же Хатнуряхе, там у кого-то городской адрес, у кого-то... Тоже есть юридическая такая, бывают такие моменты, есть улицы, которые люди делают сами, а есть улицы, которые принадлежат и как правильно оформлены в казну города. Все, что в казне находится, я так разделил бы, да, за это несет администрация. Все, что не вошло в перечень этих улиц, то уже спорный момент. Понятно. Но если житель Якутска сам соберет снег с своего участка и привезет на полигон, это будет бесплатно? Да, конечно. Абсолютно. И мы, пользуясь случаем, благодарим таких жителей, которые проявляют свою осознанность. Да? Действительно, снега много. Сейчас говорить, вывезите так, все равно дорога пользуется понятно кто, да, жители этого. И есть управляющие компании, которые раньше спорили, территория моя, не моя. Очень-очень многие сейчас вошли в эту борьбу, можно сказать, да, для того, чтобы минимизировать то, что может произойти позже. Но ввести все-таки сейчас нужно, не на 50 лет Советской Армии на уже, сегодняшний день на Вилюйский переулок или Новообъездное шоссе.
получается. А куда Ну, ближе? С двух сторон. Куда ближе, туда и везу, да? Нет, это один и тот же адрес, просто заезда два. А, с одной стороны Да. с Вилюйского, с другой стороны с Окружного. Понятно. Ну ладно, со снегом более-менее разобрались. Давайте к другим вопросам городского хозяйства перейдем. Очень много разговоров и обсуждений было по вопросу инновационного решения, что мелкий отсев вместо песка начали сыпать на дороге в качестве, ну, против гололеда. Вот, насколько это себя оправдало? Я считаю, вот, Ирина, есть же понятие, да, вот что-то новое вводишь, вообще в любой деятельности что-то новое, оно проходит такое, особенно в сфере ЖКХ, всегда такое отрицание. Это же вот есть там гнев, принятие, там, депрессия. Торг, да, депрессия. да. А в этом случае у нас удивительное, вот я бы вот это сказал, то, что жители практически не проявили отторжения от этого. На самом деле такое ощущение, что ждали. Были точечные, да, вопросы, почему, что, как. Но есть действительно такой проект, который еще начинался, вот «Город без пыли», да, еще при Александре Сергеевиче, когда он запускал. И это мы примерно тогда уже применяли. Ну, то есть пробовали, как подействует отсев, будет ли пыльно или не пыльно. Потом оно в городе осталось на кольцевых, то есть применение мы отсев уже использовали. И в этом году решили на центральных улицах города Якутска в основном массово. Да, это отсев уже помытый, поняли, какой он должен быть размеров и так далее, и так далее. И честно, от того, что любая реформа, я вот еще раз скажу ЖКХ, да, вот помнишь, да, мусорная реформа, как переходили, 95% были против. Вот здесь больше за, чем против, да. Осталось нам единственное провести анализы на пыль, это делается в летнее время, насколько, ну, вот данные показывают, выше, больше, меньше. И другой момент, ну, это уже там другое сопутствующее, я по городу без пыли, ну, погружусь потом еще. Отдельно, может. Ну вот у нас есть вопросы от зрителей. Когда будут в Якутске делать ливневые потоки? Ливневые потоки. Ливневые потоки. У нас город Якутск стоит на долине. Долина, да, практически она горизонтальная, с одного конца с мыса до другого, там перепад у нас 8 метров. Ливневых, как в других городах крупных, которых люди видят, таких практически существовать не будет. Да? Есть ливневые, которые являются сборниками от одной точки, где стоит насос, до другой точки, да, и откачиваем так дальше в городской канал основной. Всего у нас на сегодняшний день 46 насосных станций таких и примерно 56 километров лотков. Они в разном исполнении, есть бетонные, есть, ну, просто прорытые. И этими работами сейчас вот мы подготовкой занимаемся как раз тоже параллельно. Вот еще один вопрос от зрителя. Меня зовут Дарья Габышева, представитель Вилюйский тракт, 4-й километр. Живу около полигона, около 100 метров расстояния. В 2017 году полигон закрыли в связи с нарушениями природоохранного законодательства. Сейчас он возобновил работу. Значит ли это, что он уже не нарушает закон? И как будет стоять вопрос на будущий год? И еще вопрос к очередям и к тем машинам, которые скидывают снег, не дождавшись очереди, и скидывают его ближе к жилой части. Как Дарья, да? Да. Здравствуйте, Дарья. Смотрите, там, я еще раз расскажу, раньше полигон вмещал туда 300-400 тысяч кубических метров снега. И ваши участки не затоплялись. На сегодняшний день, ну вот в этом году мы, скорее всего, туда завезем 200 плюс-минус, сколько, 50 тысяч кубических метров снега. Это меньше того, что было раньше, практически в 2 раза. Но нам работу останавливать нельзя. Если будут возможно, ну, какие-то такие ситуации, что можем подтопить, мы обязательно будем откачивать оттуда. Это мы знаем. В 2017 году я был сам свидетелем рождения нового полигона, мы тогда считали. И правильно сделали, что вывели его за, ну, в северную часть города Якутска. Да? Сейчас администрация города Якутска ищется 2 еще участка. Это в южной части Якутска, да, но нам надо, и, возможно, в западной, если такие участки появятся. Нам надо будет согласовать это с контролирующими надзорными органами, как раз которых, ну, были упомянуты в комментариях. Ну вот вы упомянули про город без пыли. Действительно, большая проблема Якутска – это пыль, вечная проблема. Вот насколько верно утверждение, что пыльно в столице в том числе из-за того, что вот как раз песок сыпали долгие годы на улице из-за гололеда?
Смотрите, там тоже надо доверять фактам, да? Фактически мы тот песок, который сыпали, 80% он убирается при уборке со снегом, потому что он служит антигололедным мероприятием. Снег прошел, снова собрали, вывезли, в том числе вот, попадает на полигоны. Ситуация с тем, что, но есть очень мелкое, вот, чем тяжелее, оно остается на участке, щетки его подобрали. Ну, вы, наверное, замечали, что самые мелкие частички, которые могут улететь дальше, они вот как раз уходили на то расстояние, которое мы не убирали, да, вот, и потом мы дворниками, всеми субботниками их подбирали. Сейчас, когда мы используем отсев он крупный, тяжелый, он не улетает так далеко. Мы на это и расчет делали, вот когда его начали применять. Основная его задача — это решение основной задачи противогололедные мероприятия, вторая основная задача — это уменьшение пыли. Будем смотреть, оно крупную вещь, ну, как бы частички собирать намного проще, чем очень мелкое, то, что надо мыть тряпкой, да, получается. Нет, но самое главное, что он безопасный, потому что во многих крупных городах посыпают солью, химикатами, которые потом просто от обуви не очистишь. Да. У нас такого, я надеюсь, не предвидится. Это у нас проблема в том, что те реагенты могут повлиять на мерзлоту, это первое, да, это как только и на наше растение. У нас же кроме этого еще проблема, потому что зелени мало, да. Я вот продолжение того, что, конечно, отсев мы применяем из-за того, что он сам тоже, есть, возможно, пыль, да, тоже, да, хоть он мытый. Здесь бы, конечно, в конце мы вообще должны в идеале докрутить этот проект, что у нас будет сыпаться другая горные породы, которые не излучают пыли, да. Но тут проблема в цене и его привозке. На самом деле, можете считать это открытым этим. Если есть коммерческие предложения, у многих предприятий, которые работают, есть этот отсев, который становится побочным, да, не основным видом деятельности, который можно... Они его выбрасывают или могут что? Выбросить или что-то, если это есть возможность. Нам не нужно такое огромное количество. Нам, как я сказал, мы зимой практически со снегом основную часть убираем, а потом, когда вот сейчас как раз плюс-минус, ночью минус, днем плюс, можно было подсыпать их в это время, да? Ну, они так излучать будут, ну, как бы не излучать, ну, пыли выделять меньше, они все равно вот в весеннее время нам помогли бы. То есть в основное время мы отсевом пользовались бы, и именно весной подключали бы этот, и быстренько собрали его во время субботников. То есть можно такой подход применить. Ну, работы в этом направлении тоже будем проводить сами тоже. Я знаю, что вот в Мирном точно такую крошку используют. После карьера вот используют очень хорошо, пыль практически из них не выходит. А что еще можно предложить, чтобы бороться с пылью? Ну вот я знаю, что летом там дороги машины поливают, чтобы пыль сбивать, но это же временно все. Вообще источников, да? Есть понятие источника, это открытые грунты и те, которые мы используем при строительстве или при эксплуатации дорог. Вот это то, что мы разговаривали, это при эксплуатации дорог, да? Есть сейчас очень много и федеральных, республиканских, муниципальных программ, которые вот тоже очень сильно поддерживаются и в финансовом плане. Благоустройство дворов происходит, строится больше всего, ну, вот, большое количество улиц, километраж. И это, конечно, посодействует тому, что будет правильная работа проведена. Второй этапом, конечно, закрыть грунты. Грунты появляются где? При строительстве, ну, когда роют, то есть работа с ордерами, чтобы после них обратно все восстанавливали элементы благоустройства. При озеленении, да, мы сейчас идем по тем местам, где земля уже выше бордюров лежит. Такие участки тоже начинаем приводить в порядке. Ну, эта работа постоянно ведется, когда-то, ну, и какие-то участки все равно появляются снова и снова. То есть это постепенная, не постепенная, а постоянная работа, чтобы максимально было комфортно. Потому что где у нас же город Якутск, он всегда же похож на такую большую стройку, да? Ну, частями сперва в этом районе, потом в этом районе. Это людям надо потерпеть, потом они лет 20-30, ну, радостны, что там происходит. Но после любой стройки надо постоянно хорошо помыть. Никто не заходит к себе, когда ремонтирует дом, не помыв дом несколько раз. Та же ситуация в городе Якутске. Но у нас еще из-за вечной мерзлоты очень сложно организована система водоотведения. Вот немножко затронули этот вопрос. Вот как сегодня город избавляется от осадков? Какие-то новые решения появились, нет? Вот сейчас вот просто я боюсь, что вот этот снег сейчас все растает, и мы все утонем, проще говоря. Ну,
Ну, постараемся не утонуть, будем работать максимально вот, и в эти дни, чтобы минимизировать вот эти как бы, опасность, да, потопления. Готовим лотки на сегодняшний день, на сегодняшний тоже насосные станции практически все подготовлены. Как будет таять, будем отпаривать лотки и дальше гнать их в горканал. Но другого варианта нет. И кроме этого, конечно, у нас по заниженным точкам уже распоряжение есть. Все точки мы практически города Якутска в другие дни, в другие года, я бы сказал, да, за последние 10 лет мы знаем. Если появятся в этом году новые такие точки, тоже будем работать с помощью откачки. Другого варианта нет. Ну вот горканал несколько раз упомянули. Все-таки сейчас там проточность вот Проточность есть? есть. Проточность есть. Есть другой сейчас запрос у населения, чтобы он постоянно. У нас же городской канал весной собираем на Шестаковке, отправили через Атласовские и Сергляские озера через Малое кольцо. Если у нас воды побольше, отправили через Большое кольцо, помыли. Это происходит поллета, да? Потом начинается жара, воды брать неоткуда. И вот этот проект, он тоже был разработан сейчас проектным офисом, который между республикой и городом есть, он разрабатывается. Мы проект снабжения из протоки с пригородного заказываем в этом году, окружная администрация, и будем дальше работать для включения республиканскую либо какую-то другую федеральную программу. То есть, и тогда будет что? И если мы это сможем сделать, то по городскому каналу будет постоянно течение, и, возможно, в некоторых участках даже кто-то на лодочке покатается. Вот. По Сосярскому озеру, например, да? Или по Белому? Ну, по Сосярскому озеру можно и сегодня покататься. Именно в русле городского канала, который соединяет все вот наши озера. Оно довольно длинное, 28 километров. Грейдирование дорог в частном секторе. Вот кто за это отвечает? Жители улицы или городские службы? Тут надо тоже понимать, да, есть грейдирование от разделения. Есть крупные улицы, где, ну вот если простыми словами сказать, да, крупные улицы, где ездят автобусы, вот это ответственность службы эксплуатации городского хозяйства. Есть улицы, которые находятся на территориях внутриквартальные, там отвечает управа. Но каждый делает это по мере финансирования. Почему мы сейчас вот справляемся, да, вот, в прошлом году нам повезло, ну не повезло, да, как сказать, республика выделила намного больше средств для выполнения столичных функций, и мы сейчас справляемся благодаря этим финансам, на самом деле. Еще благодаря тому, что за последние 2 года окружная администрация обновила парк техники по жилищно-коммунальному хозяйству. Если бы наша техника, если бы этого обновления не было, практически с таким темпом работы, скорее всего, у нас вся техника стояла бы на ремонте на сегодняшний день. Потому что она 24/7 постоянно ездит, водители меняются. Если вы, ну, тот старый парк, который был, ну вот когда еще в 2012 году, по-моему, да, обновлен, было бы сложно. Но служба эксплуатации городского хозяйства также отвечает за озеленение. Нет, я вот не ответил. Не ответил. Грейдирование отвечает, да, окружная администрация, но по мере выделенных финансов, да. Если финансы закончились, то тогда вы держитесь, денег нет. Нет, ну какие-то методы все равно ищем. Там обращается территориальный орган управления, ну тогда подождать придется дольше, пока мы не выполним свою основную ну, как бы функции, а потом уже придем туда. Ну давайте про озеленение, за которое вы тоже отвечаете. Вот планируются ли какие-то акции в этом году? По типу, ну вот 1 000 000 цветов был, было прекрасно. В прошлом году мы его вот как-то взбудоражили, снова подняли. Очень акцию, оказывается, люди соскучились, я вот тоже констатирую, да. Вначале он же сложно шел, помнишь, в школах и так далее. А сейчас люди, наоборот, как будто ждали. В этом году мы чуть пошли еще дальше. Мы сами семена вот закупили, всем школам передали. Очень многие школы, которые на сегодняшний день есть, они большинство сажают у себя на территории, но многие выразили желание через управление образования и попросили управ дать им точки, где они будут сами сажать и точно знать, где посадили их дети и так далее, и сами, ну, помогать уходом. Это, я считаю, очень правильно, потому что хозяином дома дети становятся, ну, с детского возраста, да, и это шикарная акция, которая рождает и хозяйские подходы, и что-то общее, и коллективное.
в рамках лучше, чем благоустройство этого, ну, привить, ну, мало я таких знаю методов. И вот цветущий Якутск, миллион цветов, цветущий Якутск, зеленый кубок, который нас хорошо зарекомендовали, они обязательно в этом году будут. Они уже реализуются на самом деле. Многие, мне кажется, вот если сейчас проверить, через месяц мы увидим в инстаграмах, не в инстаграме, в социальных сетях. В разрешенных давайте будем смотреть, ВКонтакте. Да, обязательно фотографии, и потом уже будем показывать, где кто посадил, и за ними ухаживать обязательно. Еще один вопрос от зрителя. Как правильно вывозить строительный мусор? Не так давно получил ключи от квартиры, начал делать ремонт, столкнулся с множеством сложностей, в том числе по вывозу мусора. Строительный мусор вывозится. Строительный мусор не является бытовым мусором, поэтому ни в коем случае нельзя их кидать в контейнер. Вот, которые есть мусорные контейнеры возле многоквартирных домов. Во-первых, ломается техника, да? Крупногабарит, тяжелый, он не предназначен для... Техника, которая вывозит этот мусор, она не предназначена для вывоза его. Таких надо либо обратиться как раз к региональному оператору, ну, сообщить, да, ну, по отдельному договору, в определенное время они должны вывести и оплатить эти услуги. Либо выйти на другие юридические лица, которые этим занимаются. Строительный мусор, он появляется во время ремонта, во время переездов, он не является частью того, что люди скинулись и платят за вывоз бытового мусора. Так, понятно, но все равно за этим же должен кто-то наблюдать, потому что вот у нас, например, новостройка возле дома, вот недавно там, значит, люди заселились, и все, и вот все баки мусорные, около них мешки с ротбантом, там вот это вот все прям грудой лежит. Вот кто тут? Ну, управляющей компании надо обратиться, чтобы нашли ту квартиру и переговорили. А там не одна квартира, там явно столько мешков пустых, из одной квартиры не Сперва вынесут. управляющую компанию, ну, с соседями зачем портить отношения, да? Ну, надо, если не знают закон, надо просто рассказать. Возможно, люди не против, да, скинуться и вывести это. Если следующий шаг это не понимается, то обратиться в управу. Управа может их сперва предупредить, дать время. Если этого не происходит, то уже внести административный штраф. Но если они уже вынесли, нам же непонятно, какая квартира. Очень сложно привлечь. Поэтому вся новостройка. Вся новостройка, ну, у вас же есть управляющая компания в данном адресе. Надо сперва к ним обратиться. Если управляющая компания не знает, кто увозит и кого ремонт, ну, это не управляющая компания, извините меня. Надо менять. Давайте поговорим еще про муниципальную собственность. Сколько таких вот домов в реестре сейчас числится? И как там дела сейчас с ремонтом обстоят? Муниципальных квартир на сегодняшний день, ну, это ДЖО знает точные цифры, я по ним не отвечать не буду, я отвечу, что делает, да? Мне кажется, вот вопрос в этом заключается, да? Где муниципальная, это если муниципальная квартира, то действительно ремонт за капитальный, текущий ремонт это несет муниципалитет. Есть программа, по которой тоже сколько есть финансирования предусматривается, и по реестру обязательно, опять же, делается реестр первоочередных, и она в этой программе идет. Ну, вот, делается ремонт текущий, так и капитальный. При возникновении, конечно, там чрезвычайных ситуаций, но это уже по другому источнику ищутся из резервного фонда или других. Но за эксплуатацию такого фонда же вы тоже отвечаете, получается, ваша служба. Эксплуатация, да. Не эксплуатация. Эксплуатация занимаются другие ДЖО. Мы отвечаем за ремонт и капитальный, и текущий. Но я так понимаю, что вот этот фонд, он становится меньше? Его, конечно, на сегодняшний день не так много, как раньше. Сама программа переселения, конечно, помогает. Множество факторов переселения, потом люди сами переезжают. Ну, есть такое. Надеюсь, через 10 лет вообще этот вопрос мы закроем и никогда не будем вспоминать. А вот Горсвет, Теплоэнергия, это же ваша подведомственная организация? Подведомственные, ну, как сказать, это городское хозяйство, предприятия, которые ведут по своему направлению городское хозяйство. Горсвет отвечает у нас за освещение. Многие очень путают его с электричеством, да? Горсвет отвечает за освещение. И он, за уличное освещение? За уличное освещение, да. И отвечает у нас за программу «Светлая столица». Вот то, что новое обновление идет, он выступает в основном подрядчиком. Где не успевает, там заказчиком. Теплоэнергия отвечает у нас за тепло. Якутдорстрой у нас
отвечает за уборку улиц, содержание городского канала, ну, множество у него. Это основной у нас, как сказать, тот, кто хозяйство чистит, убирает, смотрит, да? Ага, вот. Есть МУП-ритуал, ПТСК, который у нас котельные тоже за тепло по пригородам отвечает на сегодняшний день. Жилкомсервис, это на сегодняшний день рынок жилкомсервис, это откачка, септики смотрят, вот, где у нас тоже нет возможности подключения жилого фонда к подключению централизованной канализации. Ну, примерно вкратце так. Ну, и есть еще СТО, это бывшие горбани, которые отвечают у нас за бани, которые у нас есть в городе Якутске, их всего 3. И организовывают пляж летом на 202 микрорайоне. То есть и баня, и пляж Да. в зоне ответственности В зоне одного ответственности. предприятия, да? Да, ну, пока решение принято именно так. А вот контроль подрядчиков вам приходится тоже проводить по выполнению заказов. Как избежать сложностей, когда проблемы возникают? Никак. Контроль подрядчиков, ну, это ежедневная текущая работа. Подрядчики бывают разные. Есть те люди, те предприятия, которые уже показали себя на рынке, да, но они обычно растут. Ну да, это тоже есть своя эволюция, может, предприятий. Появляются новые игроки, тоже ребята, которые, как сказать, хотят посмотреть, на что они, ну, могут, да. Они все равно будут участвовать в 44-м ФЗ. Единственное, что мы говорим, сразу их предупреждаем, ребят, у нас самое главное это качество и вовремя, да. Когда нету выполнения вовремя, мы же, как получается, что-то забираем у других людей, невидимое, да, то, что люди могли поиграть там во дворе, да, дети этим летом там качели вовремя не поставили, зимой, ну, тоже не очень правильно. Все должно быть вовремя. И это основная задача и обязательное качество. Качество – то, что требуется. И застройки уходят, принимается сразу превентивные меры, взыскание пеней, неустойка и так далее, и так далее. Ну, а другого варианта нет. И человек, возможно, он, ну, если справился, все, мы его, не забывая в следующем году там участвовать, да, если хорошо. Сами даже просим, можно сказать. Ну, опять же, 44-й, там все конкурсной основе проходит. Если не справился, ну, по крайней мере, он понял, что, ну, ответственность никто не снимает с тех людей, кто хочет участвовать. А кто отвечает за эксплуатацию детских площадок и спортивных площадок, которые кое-где установлены по городу? Смотрите, там ситуация разнится. Несколько, да? Есть там, где детские площадки принадлежат управляющей компании. То есть город в свое время построил и предложили управляющей компании взять на обслуживание. Они договорились с жителями домов, включили свой тариф, и они их эксплуатируют. Есть другие управляющие компании, которые… детские площадки же, ну, по-разному, в разное время, по разным программам строились, которые сами тоже строили, они сами обслуживают. Есть те, которые на сегодняшний день зависли по передаче. Пока передача не произошла, она, конечно, в ведении, получается, окружной администрации, пока передача идет. Но такие объекты есть, по каждому, поэтому надо смотреть индивидуально. Назовите адрес, там посмотрим, кто сейчас на сегодняшний день является тем, кто должен это смотреть. Но обычно управляющие компании в основном должны, ну, в конце концов, все должно все равно перейти в управляющую компанию. И вот еще один вопрос от зрителя. Если я попал в открытый люк колесом автомобиля, кто за это несет ответственность? Так, ну, инженерные сети, собственник, то предприятие, которое ведет хозяйственную деятельность. Вот за газопровод несет ответственность газовик, ну, газовая компания. Но там да? вряд ли газовый У люка люк-то. тоже есть хозяин. Люк не может появиться в городе Якутске сам собой. Это в нашем городе это одно предприятие практически, это водоканал. Да? Если люк установлен и он слетел, и слетел он не из-за того, что там его механически сняли или как-то, да, вот кто-то, третья сторона, а из-за деформации или чего-то там несоответствие требованиям, то ответственность его.
Ну что ж, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в окончательной борьбе со снегом. Ну и в целом вашей нелегкой, но важной работе. Спасибо, Ирина. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.